Приветствую вас, дорогие телезрители! В эфире «Архивы памяти. Вечные главы истории ингушского народа». Сегодня мы вспомним историю выдающейся семьи Куркиевых, чьи судьбы переплелись с историей политических репрессий, борьбы за права и восстановления справедливости. Подробности их жизни и карьеры нам расскажет архивист-исследователь Бирснако Газиков. Приветствую вас. Добрый день. Бирснако Джабраилович, когда вы заинтересовались историей семьи Куркиевых и с чего начались ваши поиски? Я, изучая различные материалы, просматривая газеты наши республиканские, газеты «Средало», там «Грозненский рабочий» и другие, я обратил внимание на фамилию Куркиев. Так же, как и я обращал внимание на всех наших деятелей, ингушей, которые оставили яркий след в истории своего народа. Поэтому эта фамилия для меня очень знакомая. Дело в том, что есть Куркиевы, мои родственники из моего рода, а есть вот как раз Куркиевы, они Саговы, из рода Евлой. Вот как раз люди, о которых мы сегодня будем говорить, деятели, это Куркиев Сосланбек Хадисович и его жена Хава Мурцаловна Куркиева, урожденная Альтимирова. И эта семья, она оставила яркий след в истории ингушского народа. Это люди, которые являлись цветом ингушской интеллигенции XX века. Это были люди, которые трудились как на государственной работе, так и на научной работе. В 1993-1994 году я работал в научно-исследовательском институте в Ингушском и работал вместе с Алымбеком Сосланбековичем Куркиевым, доктором филологических наук. Мы с ним были дружны. Вот, позже я То есть их сыном, да? Куркиев, сыном, да, сыном Сосланбека. А позже я также подружился с Русланом Сосланбековичем. Вот, и я, когда был в архивах, когда я посещал библиотеки, конечно, я обращал внимание на эту фамилию, на этих людей, и мы находили различные материалы. Вот, позже, по приезду, мы общались с Русланом Куркиевым, и он, значит, видя мой интерес к данной семье, и рассказал много подробностей и предоставил в наше распоряжение фотоматериалы семейные, из семейного архива, да, которых у нас не было. Это хорошо, что есть в семье люди, которые бережно хранят документы. Вот. И я вообще призываю всех людей, которые дома имеют какие-то документы, своих родителей, там, деда, там, предков каких-то своих, то сохранять, надо сохранять. И не только документы, но и все вещи, которые были тогда, пользовались наши родители, их необходимо сохранить. Вот. Дело в том, что мы, когда были в архивах, мы просматривали газеты «Грозненский рабочий», газету «Правда», «Известия» за 30-е годы. И там были какие-то моменты, где был отмечен Сосланбек Куркиев. Позже, значит, мы нашли личное дело Хавы Мурцаловны Куркиевой, вот, скопировали, привезли, мы покажем его. Это вот, все в архивах Москвы, да? Да, в архивах Москвы, да. И поэтому сегодняшняя передача, вот когда мы говорим, это, с одной стороны, это результаты поисковой деятельности, а с другой стороны, это и материалы, которые хранятся в семейном архиве, в семье. Вот, и большое спасибо и Руслану за то, что он сохранил бережно эти все документы. И вот наш герой, это вот Куркиев Сосланбек Хадисович. Здесь вот я хочу зачитать. Куркиев Сосланбек Хадисович, 1906 года рождения, уроженец села Гамурзиева Назрановского района Ингушетии, член ВКПБ с 1928 года, председатель Ингушского облисполкома в 1931-1932 годах, в 1932-1934 годах зав. Орг отделом Ингушского обкома ВКПБ, по совместительству заместитель первого секретаря Ингушского обкома ВКПБ, с 1934 по 1937 год заведующий отделом руководящих партийных органов, член Ингушского обкома, а с 1930 по 1937 год был членом Северокавказского крайкома и краисполкома, проживал в городе Грозном. Это вот Куркиев Сосланбек Хадисович. Но здесь не указано, что он был также и редактором газеты «Средало». Надо сказать, что он, значит, учился в Назрановской горской школе, окончил ее, и она, как говорится, является кузницей ингушской интеллигенции.
Позже, уже в 1926 году, вот Сасланбек, он поступает в Коммунистический университет Трудящегося Востока. И в 1930 году он заканчивает этот университет. Но в 1929 году вот, по решению вот, тогдашнего руководства была направлена как бы группа по исследованию экономики Ингушетии из этого университета во главе с Аршаруни и Гайкуни. И вот в этой поездке принимал участие и Сасланбек Куркиев. И вот эта книга, они позже составили книгу в 1931 году, у нас она есть, мы ее приобрели, сделали копию, где рассказывается о экономике Ингушетии и отмечается, вот часто упоминается Сасланбек Хадесович Куркиев. Дело в том, что позже мы в газете «Правда» мы находили в 1937 году есть некролог, посвященный Сергею Орджоникидзе, и там наряду с подписями первого секретаря Егорова есть и также и фамилия Куркиев. Но несмотря на все это, в 1937 году Сасланбек Куркиев был обвинен по статье 58, это контрреволюционная деятельность, и был осужден. Вот. И с 1937 года по 1943 год находился в коме СССР, где было очень тяжело, испытывал большие трудности, тягости большие. В общем-то, подлежал даже расстрелу, но повезло, так сказать, и он выжил. И в 1943 году он был направлен в Узбекскую ССР. И вот представьте себе человек, который все свои силы отдавал служению Родине, был честен, помогал многим людям, был осужден и смог выдержать все эти тягости, все эти проблемы. Но если эти проблемы касались только его, это одна сторона. Дело в том, что позже, соответственно, все эти трудности легли на семью. Вот. И семья также испытывала очень большие трудности. Жена, значит, поехала, Хава Мурсаловна, я имею в виду, поехала за ним туда, в Маргелан, город в Узбекской ССР, где он был. И в начале 1944 года они, значит, возвратились на родину. Но представляете себе, что и через несколько месяцев они не успели даже тут побыть, как бы, и вот и новая, так сказать, депортация. Испытания. И вот такие трудности, такие сложности, которые выпали на долю вообще всего ингушского народа, в том числе здесь и отдельные вот, персональные репрессии против отдельных руководителей, людей, которые были видные люди, авторитетные люди, подвергались вот таким репрессиям. А вот что известно о жене Сасланбека, Хаве Альтимировой? Жена, значит, Хава Мурсаловна, вот у нас есть фотография, это семейная фотография, и вот фотография... Из семейного архива, да? Из семейного архива, да. Здесь мы о ней скажем следующее, вот согласно вот анкетных данных ее. Куркиева Хава Мурсаловна родилась 14 декабря 1913 года в городе Владикавказе. Педагог, библиограф, общественно-политический государственный деятель бывшей СССР, автор многих публицистических статей, отличник народного просвещения Казахской ССР, 1958 год, заслуженный работник культуры СССР, 1976 год. Окончила Горский пединститут, отделение биофака, в 1932 году и аспирантуру при Ингушском НИИ краеведения в 1934 году. В 1934-1936 году научный работник института и преподаватель школы, инспектор, методист Грозненского ГРАНО. В 1940-1941 годах завуч средней школы номер 5 Грозного. В 1941-1944 году директор Назранской средней школы. С 1944 по 1958 год преподаватель и завуч Смирновской средней школы Пешковского района Кустанайской области. С 1958 года по 1959 год курсы при ВПШ при ЦК КПСС по подготовке партийных и советских работников. В 1959-1963 году зав. Отделом Чечено-Ингушского обкома КПСС. В 1963-1964 году заведующий сектором школ обкома КПСС. В 1964-1965 зав. Отделом обкома КПСС. В 1963-1964 учебном году в системе политпроса руководила Университетом общественно-политических и экономических знаний.
член общества знания. В 1965-66 году секретарь Назранского райкома КПСС. В 1966-1976 годах замминистра культуры ЧА СССР. А затем она работала библиографом отдела искусств Республиканской библиотеки имени Чехова и имеет награды: отличник народного просвещения Казахской ССР, медаль за освоение целинных земель, медаль за доблестный труд. Такой путь. Мы видите, какое продолжительное время Хава Мурцаловна занимала ответственные посты. Да, и в период даже депортации, да, получается? Да, но надо сказать, что вот здесь вот у нас еще есть, вот смотрите, нам предоставили документы, аттестат о присвоении звания учителя средней школы, 1936 год. Вот такой путь был у нее. Но что касается архивной работы, вот мы брали, здесь вот смотрите, вот документы, вот мы из архива брали, это как раз из Москвы, когда она работала, вот, видите, Министерство культуры. Здесь ряд подробности ее биографии, подробности ее службы, работы. Что касается семьи, вот Куркиевых. У них же был еще сын, да, Алимбек, это сколько? Да, ну, Сосланбек, он проявлял активную позицию, и в 1956 году он обращался по поводу вот репрессий, обращался к Никите Сергеевичу Хрущеву. Вот есть его письма здесь ему. Вот. Он также был, позже уже был награжден нашим ингушским орденом за заслуги. Вот. Хорошо то, что имена Куркиевых и Сосланбека, и жены Хавы, они известны, люди помнят их с самой лучшей стороны. Вот многие люди, с кем я встречался, с кем я общался, всегда отмечали порядочность, человечность. Вот. Это люди, которые оставили самые добрые воспоминания о себе. Но это чувствуется, я это сам почувствовал на примере своих контактов с Алимбеком Сосланбековичем, доктором наук. Когда мы работали вместе, мы общались часто. Он был намного старше меня, но проявлял ко мне какое-то тоже такое уважительное отношение. Мне было приятно с ним общаться. А позже уже, когда мы были в Москве, в архиве, мы нашли, во-первых, разные материалы мы нашли. Вот, например, одна публикация «Слово об отце». Это вот Алимбек писал о своем отце в газете «Грозненский рабочий». Помимо этого, публикации, вот книга «Словарь», который выпускал Алимбек. Ну, она есть, сегодня она известна, да? А вот материалы, связанные с диссертацией доктора наук. Это, вот мы брали его диссертацию. Это полностью копия его диссертации? Да, мы сделали копию полностью, да, его работы. Кроме этого, у него, значит, еще другая, значит, работа, ну, кандидат, когда он был кандидатом, это автореферат. Вот смотрите, местоимение на языках. Вот мы брали. И у него, помимо вот этих публикаций, очень большое количество публикаций в различных изданиях. Вот, часть изданий мы приобрели, ну, скопировали, часть еще предстоит копировать. Вот. И то же самое мы, когда занимались, искали публикации Хавы Мурцаловны Куркиевой, то у нее очень большое количество публикаций тоже в различных газетах, и в центральных газетах, ныне их можно называть федеральными, вот, и в различных журналах. То есть человек, который очень трудился и пытался, значит, внести, значит, что-то новое в культуру республики. Мы сегодня говорим, мы просто затрагиваем только отчасти материалы, потому что материалов очень много. Вот, и я думаю, тот след, который оставил как работник управления Ингушской автономной области Сосланбек Куркиев, а также, говоря о Сосланбеке, надо сказать, что он был, значит, в одно время, этот дом их был очень известный, и туда приходили и Гойгов, Гамид, и Ахриевы, и другие люди. То есть все те люди, которые участвовали в становлении ингушской государственности, они были близки между собой и по родственной линии, и дружили они. Заслуги Сосланбека и Хавы Мурцаловны, они, значит, известны. Надо сказать, что для меня это важно. Почему? Потому что Хава Мурцаловна, она приложила все свои силы, чтобы развивать культуру, культурную жизнь нашей республики, нашего народа.
Поэтому это очень важно, и хорошо и приятно мне, что я нахожусь в контакте с семьей, и я надеюсь, что в перспективе мы и поработаем, ну, вернее, еще поработаем и найдем еще новые материалы. Я думаю, что надо все это отразить в каком-то издании. Я думаю, должна быть Отдельном, да, посвященном книга, да, потому семье. что здесь вот мы как бы в обзорном плане говорим об этих людях, но необходимо отразить это, всю вот эту биографию. Это очень тяжелая биография у нас вообще народа тяжелая в 20 веке, но в данном случае мы видим на примере и Сосломбека Куркиева, и Хавы Мурсаловны Куркиевой, мы видим конкретно, как это отражалось на конкретном человеке и на конкретной семье. Но надо сказать, что хотя вот Сосломбек был обвинен в контрреволюционной деятельности, но в 1956 году было рассмотрено, и оказалось, что он абсолютно, все обвинения были сняты. То есть он абсолютно не был виноват. И все вот эти вот решения, это были, как бы сказать, ну, несправедливые. Человек пострадал, я имею в виду, незаслуженно. Было бы хорошо, конечно, бы и увековечить память этих людей. И необходимо, чтобы молодое поколение, чтобы люди знали, потому что, вступая в новую жизнь, молодые люди на работу должны знать, что их жизнь, их поступки, то, как они отнесутся к выполнению своих обязанностей, вот оно потом остается след от этого. И потом уже дальше наши потомки будут смотреть и оценивать жизнь каждого. Вот поэтому нам нужно приложить все усилия для воспитания молодого поколения на примере деятельности и жизни вот тех людей, которые всю свою жизнь проработали на благо Родины. Перснокот Джабрилович, мы благодарим вас, что вы сегодня пришли и рассказали нам подробности и на самом деле выдающейся семьи Куркиевых. Спасибо. А мы надеемся, что этот выпуск вдохновил вас на дальнейшее изучение истории нашего народа. С вами были архивы памяти, вечные главы истории ингушского народа. До новых встреч!